Проект «Карта убитых дорог» был запущен в феврале текущего года. По итогам народного голосования в Туве в число самых убитых вошли 46 дорог, 30 из которых в Кызыле. Сегодня уже полностью отремонтирована улица Интернациональная и участок дороги на Титова. Мы видим динамику, что из 23 участков, за которые проголосовали граждане, которые требуют первоочередного ремонта, уже 16 попали в планы, а одна дорога уже отремонтирована. На других будет произведен аварийный ямочный ремонт. То есть практически все улицы, за которые проголосовали граждане, так или иначе, они будут охвачены строительством. Но все-таки ямочный ремонт – не та мера, которую ждут граждане, поэтому нужно будет все-таки добиваться того, чтобы дороги ремонтировались, замена верхнего слоя покрытия. На карте есть еще улицы, которые, по мнению горожан, нужно ремонтировать здесь и сейчас. В число таких улиц и попала Ровенска. Ямы, трещины и выбоины заставляют водителей в некоторых участках улицы выезжать на встречную полосу, что может спровоцировать ДТП. Мы жалуемся, что у нас дорога самая плохая. Со времен коммунизма у нас не делали эту дорогу Ровенскую. Это самая главная артерия города. Как бы выезжают отсюда, скорая помощь, все пожарные отсюда ездят, получается. На даче везде самая короткая дорога получается. И поэтому необходимо сделать эту дорогу. На Ровенской капитальный ремонт был произведен в начале 80-х, после только ямочный. По словам главного инженера дорожной инспекции Николая Мелькова, на дорогах, где выбоины выходят за предусмотренные по ГОСТу рамки, должны устанавливаться предупреждающие дорожные знаки. На улице, это вот, в частности яма, ее глубина, как мы видим, 7 сантиметров. Она больше, чем требует норматив ГОСТ Р505-973, на 20 сантиметров. Таких ям за моей спиной очень много, и они должны быть, согласно требованию этого ГОСТа, ликвидированы в течение 10 суток, так как они являются опасными и аварийными, а здесь проходит общественный транспорт. Также здесь еще должны быть выставлены знаки, которые указывают, что эта дорога неровная и ограничивающая скорость. Но знаков нет, чем самым вызывает опасность, что машина может вечером не заметить эти ямы, водитель, и попасть в ДТП. Ровенская не единственная улица, которая состоит из сплошных ям. Такие улицы, как Крылова, Кузнецова и Суворова, уже включены в топ-10 так называемых убитых дорог Кызыла. Вторым в списке стоит Ангарский бульвар. Его планируют откапиталить в этом году. Одним ремонтом на этой улице ограничиваться не собираются. Ангарский к ноябрю станет уже полноценным бульваром, уверяют городские власти. Также будет сделано освещение с обоих сторон дороги. Значит, ширина проезжей части будет 15 метров. Вот. Все это планируется выполнить уже буквально, начнутся работы в сентябре месяце. Сейчас сметы у нас готовы, стоимость работ составляет 42 миллиона. Сейчас в ближайшее время будут объявлены изменение план графика, торги, и после проведения торгов, это в течение месяца, начнутся дорожные работы. Дорожная инспекция в Кызыл приезжает не в первый раз. Впервые были в 2015 году. За 2 года ситуация с дорогами Кызыла изменилась в лучшую сторону. Гарантийные участки в хорошем состоянии, отмечают эксперты ОНФ. Так, по итогам данной проверки фронтовики отправят депутатский запрос, после чего будут рассматриваться планы городской мэрии по устранению проблемных дорог. Чинчисан Бугабуяна, телекомпания «Новый век».